Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения. В студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочей поездкой прибыл в город Турсунзаде. В этой поездке президента страны сопровождает председатель Маджлиси Милли Маджлиси Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали. Целью поездки лидера нации является ознакомление с ходом реализации государственной программы развития садоводства и виноградарства на 2016-2020 годы, осуществление выполнения поручений и указаний президента в направлении рационального использования приусадебных земель, повторного сева, увеличения производства сельскохозяйственной продукции, заготовки необходимых продовольственных продуктов, образования новых рабочих мест, насыщения внутреннего рынка и экспорта за пределы страны. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочей поездкой прибыл в город Турсунзаде. В этой поездке президента страны сопровождал председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали. Целью поездки лидера нации является ознакомление с ходом реализации государственной программы развития садоводства и виноградарства на 2016-2020 годы, осуществление выполнений, поручений и указаний президента в направлении рационального использования приусадебных земель, повторного сева, увеличения производства сельскохозяйственной продукции, заготовки необходимых продовольственных продуктов, образования новых рабочих мест, насыщения внутреннего рынка продовольствием и вывоза за пределы страны. С учетом широких промышленно-аграрных возможностей Турсунзаде, с участием председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, в ходе ознакомления с деятельностью дихканских хозяйств между соответствующими структурами исполнительного органа государственной власти города Душанбе и дихканскими хозяйствами города Турсунзаде для обеспечения в предстоящий осенне-зимний период продовольственных рынков столицы свежей сельскохозяйственной продукцией, фруктами и овощами и другими товарами первой необходимости будет подписан двусторонний договор о сотрудничестве. Следует отметить, что в последние годы руководством исполнительного органа государственной власти города Душанбе принимаются конкретные меры для обеспечения жителей товарами первой необходимости. В частности, все рынки столицы подготовлены для закупки и заготовки в достаточной мере продуктов питания. В столице страны созданы и сданы в эксплуатацию современные холодильные помещения и большого объема склады для хранения фруктов, овощей и других культур. Следует отметить, что во имя осуществления одной из стратегических целей обеспечения продовольственной безопасности орошаются пустующие земли на предгорьях и вводятся в сельскохозяйственный оборот. Эти меры правительства страны являются важным фактором для образования сотен новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения, увеличение производства сельскохозяйственной продукции, изобилие продовольственного рынка и повышение экспортного потенциала страны. В этой рабочей поездке главу государства сопровождает заместитель премьер-министра и руководители некоторых министерств и комитетов. Вначале глава государства дал старт сбору хлопка в коммерческом кооперативе «Дусти», находящемся в сельском джамаате Каратак Турсунзаде. Провел теплую беседу об эффективном использовании земель, получении 3-4 урожаев с одного участка и о своевременной заготовке пищевых продуктов на зимний период. На балансе коммерческого кооператива «Дусти» имеется 709 гектаров земли, в том числе 214 гектаров естественно орошаемых пахотных земель, из которых более 60 гектаров орошаются посредством насосных станций и 433 гектара являются багарными. В текущем году на имеющихся землях хозяйства полностью проведен сев сельскохозяйственных культур. Из этих земель 199 гектаров составляют хлопковые поля. Хозяйственники засеяли земли семенами сортов Фаровон, Зируаткор, Дусти, Истеклол и Флэш, которые соответствуют здешнему климату. Точное соблюдение требований агротехники, особенно использование урожайных семян, подходящих климату, обработка междурядий и своевременное завершение других работ обеспечивают хорошую вегетацию и получение желаемого урожая. Сегодня почти все хлопковые поля хозяйства подготовлены к сбору первого урожая. Хозяйственники коммерческого кооператива «Дусти» также имеют большой опыт по выращиванию других видов сельскохозяйственных культур, таких как зерновые, овощи, бобовые, технические культуры, а также сады и виноградники, и ежегодно вносят заметный вклад в дело обеспечения продовольственных рынков страны, экспортируют плоды своего труда за рубеж. На орошаемых и багарных землях акционеры хозяйства на более 455 гектарах засеяли зерновые, на почти 3,5 гектара овощи, на 3,4 гектара бобовые, на 29 гектарах
лен и другие культуры. В распоряжении хозяйства также имеется 75 гектаров садов и виноградников. На 31 августа текущего года урожайность зерновых сорошаемых земель составила 37,34 центнера, а с багарных земель 13,84. Бобовых 4,34 центнера, льна 3,6 центнера, картофеля 307 центнеров и овощей 312 центнеров. С каждого гектара плодоносных садов в среднем собрано 16,4 центнера урожая. В коммерческом кооперативе «Дусти» зарегистрировано 598 акционеров и постоянными рабочими местами обеспечены 50 человек. В сезон сева, выращивания и сбора урожая сельскохозяйственных культур на полевые работы привлекаются более 300 местных жителей. Во имя выполнения указаний и поручений высшего руководства страны и с целью внесения вклада в дело обеспечения продовольственных рынков земледельцы коммерческого кооператива «Дусти» расширяют повторный сев и нынче провели сев овощей кормовых на площади около 25 гектаров. Другим направлением деятельности коммерческого кооператива «Дусти» является семеноводство. Ежегодно хозяйственники производят высококачественные семена для удовлетворения своих потребностей и обеспечения других хозяйств. По сообщению, с прошлогоднего урожая заготовлено 70 тонн семян хлопчатника, а с зерновых 102 тонны семян, которыми были засеяны земли в 2020 году. Наряду с этим хозяйственники ежегодно поставляют семена другим земледельцам города Турсун-Заде и Шахринавского района и вносят весомый вклад в реализацию государственной программы развития сферы семеноводства на 2016-2020 годы. Сбор хлопка уже начат и в других хозяйствах города. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован о том, что в нынешнем году общая хлопковая площадь в городе Турсун-Заде составила 1177 гектаров. По мнению специалистов, ожидаемая урожайность должна составить 22 центнера. Хлопкосеющие хозяйства города Турсун-Заде планируют в этом году собрать как минимум 2590 тонн хлопка. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, счел достойным похвалы деятельность коммерческого кооператива «Дусти» в направлении выращивания сельскохозяйственных культур, производства качественных семян и внесения весомого вклада в дело обеспечения изобилия продовольственного рынка и подчеркнул, что эффективное и целевое использование каждой пяди земли, получение 3-4 урожаев будут способствовать достижению стратегической цели страны, а именно обеспечению продовольственной безопасности. В ходе своей рабочей поездки в Турсун-Заде основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, дал старт сбору риса в открытом акционерном обществе «Хакикат». В ходе своей рабочей поездки в Турсун-Заде основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, дал старт сбору риса в открытом акционерном обществе «Хакикат». В этой поездке президента страны сопровождал председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали. Целью поездки лидера нации является ознакомление с ходом реализации государственной программы развития садоводства и виноградарства на 2016-2020 годы. Осуществление выполнения поручений и указаний президента в направлении рационального использования приусадебных земель, повторного сева, увеличения производства сельскохозяйственной продукции, заготовки необходимых продовольственных продуктов, образования новых рабочих мест, обеспечения внутренних рынков и экспорта за пределы страны. С учетом широких промышленно-аграрных возможностей Турсун-Заде сегодня с участием председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, в ходе ознакомления с деятельностью дихканских хозяйств между соответствующими структурами исполнительного органа государственной власти города Душанбе и дихканскими хозяйствами города Турсун-Заде для обеспечения в предстоящий осенне-зимний период продовольственных рынков столицы свежей сельскохозяйственной продукции, качественными фруктами, овощами и другими товарами первой необходимости будет подписан двухсторонний договор о сотрудничестве. Данное хозяйство имеет 887 гектаров земли. В текущем году акционеры засеяли под рис 45 гектаров. Его вегетация находится в хорошем состоянии. Рис, сбор которого сегодня начался с участием главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, является урожаем повторного сева. По информации специалистов, урожайность на землях хозяйства «Хакикат» в перспективе должна составить от 48 до 50 центнеров. Сбор урожая здесь налажен с использованием специальной техники. Климат города Турсун-Заде благоприятствует выращиванию и производству качественного риса, поэтому земледельцы придают особое значение этому делу. В нынешнем году земледельцы города Турсун-Заде основной сев
риса запланировали на 500 гектарах, а повторный сев на 2228 гектарах. С целью выполнения указаний и поручений президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, по расширению площадей под сельскохозяйственные культуры и большей заготовки продовольственных продуктов, а также для получения богатого урожая риса и обеспечения им продовольственного рынка, сев этого вида культуры во всех формах хозяйствования достиг 745 гектаров. Также на 3245 гектарах произведен повторный сев. В целом общая площадь под рис Турсунзаде составила 4018 гектаров, что свидетельствует о заинтересованности жителей в эффективном и рациональном использовании каждой пяди земли. Сбор риса начался и в других хозяйствах города. Для своевременного и без потерь сбора урожая в городе Турсунзаде задействованы 60 уборочных машин. Земледельцы хозяйства «Хакикат» в нынешнем году расширили выращивание других видов сельскохозяйственных культур на площади 89 гектаров поливных земель, а также на 139 гектарах багарных земель засеяли пшеницу. Площадь под овощи они довели до 5 гектаров, а на 210 гектарах посеяли хлопок. В открытом акционерном обществе «Хакикат» постоянными рабочими местами обеспечены 630 человек, и более 600 местных жителей привлекаются на сезонные работы. Следует отметить, что благодаря принятию необходимых мер, а также стимулированию хозяйственников по увеличению посевных площадей, с каждым годом увеличивается объем производства сельхозпродукции. В течение 7 месяцев 2020 года во всех формах хозяйствования города произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 322 миллионов 622 тысячи самани, что на 12 миллионов 579 тысяч самани больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году земледельцы города на площади 14 433 гектара посеяли зерновые, на 2961 гектаре овощи, на 827 гектарах картофель, на 1178 гектарах хлопок, на 496 гектарах лен, на 147 гектарах бахчевые и на 36 гектарах другие виды сельскохозяйственных культур. В целом посевная площадь составляет 21 204 гектара. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку труду и усилиям земледельцев Турсунзаде по расширению посевной площади, увеличению объема производства отечественной продукции, в целом эффективному и целевому использованию каждой пяти земли, по внесению вклада в обеспечение изобилия сельскохозяйственной продукции, и назвал их деятельность достойной примера для хозяйственников других городов и районов страны. В ходе своей рабочей поездки в Турсунзаде основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, вместе с председателем Маджлиса Милли, Маджлис-и-Оли Республики Таджикистан, председателем города Душанбе, уважаемым Рустамом Эмомали, сдал в эксплуатацию 210-110-35-10 киловаттовую электрическую подстанцию «Равшан» после реконструкции. В ходе своей рабочей поездки в Турсунзаде основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, вместе с председателем Маджлиса Милли, Маджлис-и-Оли Республики Таджикистан, председателем города Душанбе, уважаемым Рустами Эмомали, сдал в эксплуатацию 220-110-35/10 киловольтную электрическую подстанцию «Равшан» после реконструкции. Глава государства нажатием на символическую кнопку дал официальный старт деятельности электрической подстанции, расположенной на улице Исмоили Сомони. В здании по управлению и релейной защите был презентован однолинейный план подстанции, который является основной базой по обеспечению электроэнергии. Было сообщено, что подстанция «Равшан» до реализации проекта с учетом технической структуры работала на уровне 220 с 35/10 киловольт. В результате реконструкции и установки распределительного устройства 110 киловольт ее мощность достигла 220-110/10 киловольт. И ее дееспособность возросла с 270 мегавольт ампер до 400 мегавольт ампер. 220-110-35/10 киловольтная электрическая подстанция «Равшан» была построена в 60-х годах прошлого века. Со временем в результате длительного использования ее оборудования частично устарело и пришло в негодность. При непосредственной поддержке президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, и благодаря реализации государственных программ и проектов электрическая подстанция «Равшан» полностью обновилась, что накануне празднования 29-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан является уникальным достижением в сфере энергетики
энергетики. Следует отметить, что в годы независимости для осуществления одной из важнейших стратегических целей – обеспечения энергетической независимости были проделаны большие созидательные шаги с привлечением зарубежных инвестиций, и в результате реализации государственных программ в городах и районах страны были созданы и реконструированы малые и большие электростанции, а также электрические подстанции, что улучшило обеспечение населения электроэнергией. С учетом запросов потребителя объем вырабатываемой на подстанции электроэнергии в сутки составляет 550 мегаватт. Электрическая подстанция «Равшан» наряду с полным обеспечением населения, производственных предприятий, организаций и учреждений города Турсунзаде также частично снабжает Шахринавский район качественным электричеством отечественного производства. Заказчиком проекта является открытая акционерная холдинговая компания «Баркитоджик», а строительные работы и монтаж оборудования завершены открытым акционерным обществом «Таджик Гидроэлектромонтаж». Глава государства дал высокую оценку проделанным работам, также дал конкретные поручения и указания ответственным лицам по целевому использованию электроэнергии и качественному обеспечению ею населения. Постоянное обеспечение электроэнергии также способствует эффективной деятельности промышленных предприятий и увеличению объема отечественного производства. Электрическая подстанция «Равшан» отремонтирована с учетом дальнейшего развития инфраструктуры города, то есть создания еще десятков других объектов различного назначения. Таким образом заложена благоприятная основа для дальнейшего развития важных и приоритетных сфер. В рамках проекта посредством монтажа двух автотрансформаторов мощностью 125 мегавольт-ампер, двух стабилизаторов мощностью 40 мегавольт-ампер, одного трансформатора мощностью 25 мегавольт-ампер, группой или газовых соединителей и электрических разделителей, столбов и другого необходимого электрического оборудования подстанция полностью обновилась. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что в рамках проекта также была отремонтирована 35 на 10 киловольтная электрическая подстанция промышленной зоны Турсунзаде. На этой подстанции установлены два трансформатора мощностью 25 мегавольт-ампер. После ремонта 35 на 10 киловольтная подстанция промышленной зоны в результате расширения и установления распределительного аппарата 110 киловольтная была преобразована в 110-35 на 10 киловольтную подстанцию, а ее мощность 20 мегавольт-ампер возросло до 50 мегавольт-ампер. Реконструкция этих подстанций дала возможность стабилизировать напряжение в электрических сетях региона, нормализовать нагрузку трансформаторов и привести в соответствие с современными требованиями качества обслуживания на этих подстанциях. Комплект электрических кабелей и кабелей высоковольтного оборудования в объеме более 24 тонн на сумму 659 тысяч сомони был произведен и доставлен отечественным предприятиям общества с ограниченной ответственностью «Нохелиталко». Наряду с этим была отремонтирована 35-киловольтная линия электропередачи, а ее напряжение с 35 киловольт доведено до 110 киловольт. В рамках созидательных работ окрестность подстанции полностью была отремонтирована. Для ее украшения были посажены декоративные и сезонные цветы и кустарники, а также фруктовые деревья. В городе Турсунзаде основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, сдали в эксплуатацию площадь государственного флага. 7 сентября в ходе своей рабочей поездки в Турсунзаде основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, сдали в эксплуатацию площадь государственного флага. Общая площадь государственного флага составляет 6000 квадратных метров, а высота с учетом пьедестала достигает 50 метров. Государственный флаг установлен в центре города, размер его полотна составляет 7 на 14 метров. Площадь государственного флага в Турсунзаде создана как юбилейный объект во имя достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Площадь построена местными строителями с учетом общепринятых норм и отныне будет одним из красивых мест для гуляний жителей. Окрестность площади государственного флага украшена различными камнями, все аллеи вымощены плиткой. Площадь сквера у государственного флага составляет более 3790 квадратных метров. Стоит отметить,
отметить, что в ходе работ по благоустройству в Турсунзаде дороги вокруг объекта площадью 1200 квадратных метров заасфальтированы, что способствует беспрепятственному передвижению автотранспорта. Лидер нации Эмомали Рахмон дал высокую оценку проделанным работам. Во имя достойной встречи 30-летия государственной независимости в Турсунзаде запланировано строительство более 367 объектов. До сегодняшнего дня 182 из них уже сданы в эксплуатацию, а на остальных продолжаются работы. Мы продолжаем программу. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли, Маджлис Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, в сельском джамате Турсун-Туйчиев города Турсунзаде дали официальный старт деятельности обществ с ограниченной ответственностью «Сардор-2008». Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, в сельском джамуате Турсун-Туйчиев города Турсунзаде дали официальный старт деятельности обществу с ограниченной ответственностью «Сардор-2008». Глава государства вначале ознакомился с выставкой продукции предприятия и дал высокую оценку качеству и виду произведенной продукции. Следует отметить, что предприятие с 2010 года до сегодняшнего времени осуществляло свою деятельность в арендованном помещении, а число его работников составляло 9 человек. Теперь же при поддержке правительства Республики Таджикистан и по инициативе патриотически настроенного предпринимателя Шавката Мадрахимова предприятие обеспечено современным оборудованием нового поколения, зданием, а число работников достигло 250 человек. Лидера нации Эмомали Рахмона проинформировали, что на предприятии перечень продукции с одного вида в 2010 году доведен до 6 видов и 30 сортов, а объем его производства доведен до 1 миллиона самани и 1 миллиона 300 тысяч штук готовой продукции. Строительные работы на предприятии «Сардор-2008» начались в январе 2018 года и завершены за короткий срок на высоком качественном уровне. Общая площадь предприятия составляет 2 гектара, а здание расположено на 9220 квадратных метрах. На предприятии имеются 6 цехов, в том числе цеха по производству чипсов, сухариков, кукурузных хлопьев, жевательной резинки, халвы, семечек, склад для хранения готовой продукции, лаборатория и административное здание. Все установленное здесь оборудование завезено из Турции, Украины и Китайской Народной Республики. В ходе ознакомления лидер нации дал высокую оценку инициативе предпринимателя и назвал сдачу в эксплуатацию здания нового предприятия хорошим начинанием накануне празднования годовщины государственной независимости Республики Таджикистан. В цехе по производству чипсов работают 25 женщин и выпускают 5 видов продукции. Женщины в основном заняты упаковкой готовой продукции. Нарезка, сортировка, сушка сырья, нагрев масла, перенос жареного картофеля. Одним словом, весь процесс работы осуществляется автоматически. Производство сухариков также является одним из основных направлений деятельности предприятия «Сардор-2008». Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что цех по производству сухариков является одним из первых в республике, а его продукция также имеет своих покупателей на рынках зарубежных стран. Здесь более 90% деятельности посредством нового оборудования осуществляется автоматически, а для выпечки хлеба установлены современные печи. Цех по производству кукурузных хлопьев также оснащен новейшим оборудованием, а число работников возросло. Здесь на работу привлечены женщины. Прежде чем приступить к работе, эти женщины прошли учебные курсы. К работе они относятся с большой ответственностью и трудятся в 2 смены. С создачей нового здания ответственные лица предприятия улучшили деятельность цеха по производству жевательной резинки и увеличили число работников. Производственный процесс здесь осуществляется автоматически, а для обеспечения отечественного рынка жевательной резинкой внедрена новая линия бумажной упаковки. Дизайн пакетов каждого вида жевательной резинки оформлен в соответствии со временем и с высоким качеством. До сегодняшнего дня этот вид продукции предприятия имеет спрос на рынках страны, а также экспортируется за границу. Обработанные семена подсолнечника также являются одним из видов продукции, и рабочий процесс, в том числе очистка, сортировка и другие необходимые работы, выполняется автоматически. В цехе по переработке семян подсолнечника, который известен под брендами «Симба» и «Хавас», работу контролируют опытные специалисты. Было сообщено, что сегодня предприятие с производством этой продукции занимает особое место на внутренних и зарубежных рынках и ежегодно экспортирует десятки тонн готовой продукции за пределы страны. Сырье для производства
производство всех видов продукции на этом предприятии поставляется внутри страны, а перед переработкой проходит лабораторную проверку. Готовая продукция также проходит проверку и только после этого поставляется на рынки и торговые точки. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение качеством строительных работ и монтажом оборудования и дал конкретные поручения ответственным лицам по качественному производству продукции и увеличению ее перечня. В свою очередь, предприниматель выразил благодарность за постоянную поддержку высшего руководства страны, предпринимательства и обещал, что и в дальнейшем приложит все усилия для развития промышленности и организации новых рабочих мест, внесет свой вклад в осуществление 4-й стратегической цели ускоренной индустриализации страны. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в сельском джамуате Джуры Рахмонова города Турсунзаде посетил дехканское хозяйство Ходжи Немат. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в сельском джамуате Джуры Рахмона города Турсунзаде посетил дехканское хозяйство Ходжи Немат. В этой поездке президента страны сопровождает председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали. Целью этой поездки лидера нации является ознакомление с ходом реализации государственной программы развития садоводства и виноградарства на 2016-2020 годы, осуществление выполнения поручений и указаний президента в направлении рационального использования приусадебных земель, повторного сева, увеличения производства сельскохозяйственной продукции, необходимой заготовки пищевых продуктов, образования новых рабочих мест, обеспечения внутренних рынков и экспорта за пределы страны. С учетом широких промышленно-аграрных возможностей города Турсунзаде сегодня с участием председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, в ходе ознакомления с деятельностью дехканских хозяйств между соответствующими структурами исполнительного органа государственной власти города Душанбе и дехканскими хозяйствами города Турсунзаде для обеспечения на предстоящий осенне-зимний период продовольственных рынков столицы свежей сельскохозяйственной продукции, такой как качественные фрукты, овощи и другие товары первой необходимости, будет подписан двусторонний договор о сотрудничестве. Здесь глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с ходом приготовления изюма, который осуществляется особым методом. Было сообщено, что такой метод сушки винограда налажен в сотрудничестве с опытными дехканами Таджикистана и Узбекистана и считается в стране первым опытом. Вначале в кипяченую воду добавляется щелочной раствор, затем на 2-3 минуты туда окунутся 2 скрепленные между собой грозди винограда и только потом вывешиваются. Срок приготовления изюма таким методом составляет от 10 до 15 дней и требует особого ухода. По истечении этого срока изюм отделяют и хранят в определенном месте до высыхания. С учетом первого опыта дехкани в этом году изготовили 10 тонн винограда сортов черный, без косточек и дамские пальчики на площади 1 гектара 31 сотка земли. С этого количества вывешенного винограда собирается 2 тонны качественного и вкусного изюма. Этот вид изюма изготавливается 2 способами – солнечным и тенистым. С учетом климата и благоприятных условий земледельцы дехканского хозяйства Ходжи Немат предпочитают солнечный метод. По их мнению, высушенный на солнце виноград изготавливается раньше, чем посредством тенистого метода, и изюм отличается вкусовыми качествами. При этом было сообщено, что во время изготовления такого изюма не используются никакие химические препараты, и поэтому он чист с экологической точки зрения и отвечает требованиям мирового рынка. Целью использования такого метода сушки винограда является обеспечение конкурентоспособности продукции отечественного производства и выход на мировые рынки. В ходе ознакомления с новым методом сушки винограда в хозяйстве президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал достойным примером инициативу предпринимателей и дал ценные советы по ее укреплению и получению желаемого результата. Следует отметить, что 4 брата из 7 Рахматуллоевых по совету отца используют этот метод для внесения своего вклада в реализацию одной из стратегических целей государства и правительства страны – обеспечения продовольственной безопасности. Дехканское хозяйство Ходжи Немат имеет 2 гектара и 75 соток земли, из которых более 1 гектара и 30 соток занимают виноградники, а остальная часть засажена картофелем, огурцами и помидорами. Таким образом, каждый земельный участок используется эффективно, а урожай сельскохозяйственной продукции растет. В городе Турсунзаде основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с землями Богысомон в дехканском хозяйстве Ходжи Камол. В городе Турсунзаде основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон ознакомился с землями Богысомон в дехканском хозяйстве Ходжи Камол. В этой поездке президента страны сопровождал председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали. Богысомон
Создан по инициативе при непосредственной поддержке лидера нации Эмомали Рахмона в 2008 году и имеет 1100 акционеров. Борис Омон – один из крупнейших виноградников в стране, и его сотрудники имеют богатый опыт выращивания винограда. По итогам 2019 года хозяйство собрало 4692 тонны продукции и способствовало обеспечению внутреннего рынка высококачественным виноградом и увеличению экспортного потенциала страны. В этом году урожай был обильным, и на сегодняшний день с виноградников на потребительский рынок экспортировано более 700 тонн продукции. В Борис Омон лидеру нации Эмомали Рахмону был подарен богатый урожай винограда. Следует отметить, что в хозяйстве выращивают виноград сортов Хусайни Сио Хусафет, Галаба, Шохона, Пешпазак, Кишмиш Сио Хусафет и другие. На ферме построено холодильное хранилище, емкость которого достигла 2000 тонн. Так что фермеры могут поставлять на рынки страны свои фрукты и овощи практически в любое время года. Дихканское хозяйство Ходжи Камол возглавляет Махмадамин Камолов, сын известного садовода республики Камола Мадумарова. Наряду с выращиванием различных сортов винограда на ферме также ведется животноводство, в том числе разведение крупного рогатого скота и овец. Руководство фермерского хозяйства при поддержке гуманитарной политики лидера нации Эмомали Рахмона вносит достойный вклад в добрые дела и поддержку нуждающихся. В рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией хозяйство за счет чистой прибыли пожертвовало 2,3 миллиона самани таджикскому благотворительному фонду. Также значительный вклад вносит хозяйство в строительство различных социальных объектов, в том числе школ и поликлиник. Руководство хозяйства курирует учителей села. Жители 5 сел обеспечены питьевой водой за счет строительства 3 вертикальных колодцев. При поддержке хозяйства жители восстановили учебные заведения и дороги. Ознакомившись с деятельностью садов и посетив образцовый виноградник Дихканского хозяйства Ходжи Камол, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон высоко оценил плодотворный труд садоводов. Продолжая свой рабочий визит в Фуртунзаде, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон ознакомился с ростом виноградарников Дихканского хозяйства «Ватан». Продолжая свой рабочий визит в Турсунзаде, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с ростом виноградников Дихканского хозяйства «Ватан». Президента страны сопровождал председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе Рустами Эмомали. Цель визита – ознакомление с ходом реализации государственной программы развития садоводства и виноградарства на 2016-2020 годы, выполнением поручения президента по рациональному использованию приусадебных земель, повторному посеву, увеличению сельскохозяйственного производства, созданию продовольственных запасов, созданию новых рабочих мест, предложение на внутреннем рынке и экспорт в страну. Принимая во внимание широкий потенциал индустриально-аграрного города Турсунзаде, сегодня в присутствии председателя города Душанбе Рустами Эмомали во время визита в фермерские хозяйства между соответствующими структурами исполнительного органа Душанбе и дихканскими хозяйствами Турсунзаде для регулярного снабжения столичных потребительских рынков осенью и зимой заключены двусторонние соглашения о сотрудничестве в области поставки свежих сельскохозяйственных продуктов. Дихканское хозяйство «Ватан» создано в 2008 году и имеет земельный участок площадью 28 гектаров. Из них 16,4 гектара занимают виноградники. Ферма имеет 18 акционеров и выращивает на своих виноградниках 10 сортов винограда, в основном Хусайни Сио Хусафет, Галаба, Шохона, Пешпазак и Кишмиш Сио Хусафет. Урожай в этом году составил более 100 тонн. В этом году в Дихканском хозяйстве «Ватан» выращен новый сорт винограда «Президент». Руководителем хозяйства «Ватан» является опытный фермер и известный виноградарь Республики Немаджон Усмонов. Немаджон Усмонов является учредителем Дихканского хозяйства Немат Ходжи, а руководителем этого хозяйства является его сын Расул Нематов. Дихканское хозяйство Немат Ходжи занимает площадь 105 гектаров и имеет 95,6 гектаров современных виноградников. При этом фисташки выращивают на 4,8 гектара этой фермы, а ее работники имеют богатый опыт выращивания зерна и животноводства. Работники совхоза выращивают виноград сортов Хусайни, Галаба, Шахуна, Пешпаза, Кишмиш, черный и белый и получают хороший урожай. На ферме также выращивают сорта Пальчики и Кардинал, импортированные из Китайской Народной Республики. В этом году, помимо обеспечения внутреннего рынка, хозяйство экспортировало более 100 тонн высококачественной продукции. На ферме есть холодильная камера вместимостью более 800 тонн, которая используется для хранения продуктов и обеспечения свежего винограда в любое время года. Рабочие фермы также имеют большой опыт выращивания и подготовки
различных растений. В питомнике при хозяйстве выращивают более 30 видов декоративных и фруктовых деревьев. Следуя поручению лидера нации, руководство фермерских хозяйств «Ватан» и «Ниемат» создана благотворительная организация «Эхсони Сомоньон», которая оказывает поддержку малоимущим. Хозяйство также способствует строительству дорог и мостов, ремонту береговой линии, строительству учебных заведений, здравоохранению, благоустройству территорий и уличному освещению. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с результатами работы садоводов и пожелал руководству хозяйства выращивать хороший урожай, создавать рабочие места, обеспечивать внутренний рынок качественной сельскохозяйственной продукции и увеличивать экспортный потенциал Турсунзады, творить добрые дела и выразил благодарность. Лидер нации Эмомали Рахмон подчеркнул, что богатый опыт садоводства этого хозяйства эффективно используется в некоторых городах и районах страны, что способствует развитию садоводства и созданию сотен рабочих мест в стране. В рамках своей рабочей поездки в город Турсунзаде основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, вместе с председателем Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателем города Душанбе, уважаемым Рустам Эмомали, на улице Садриддина Айни сдал в эксплуатацию лечебный центр Нури Шифо. В рамках своей рабочей поездки в город Турсунзаде основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, вместе с председателем Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателем города Душанбе, уважаемым Рустами Эмомали, на улице Садриддина Айни сдал в эксплуатацию лечебный центр Нури Шифо. Общество с ограниченной ответственностью Нури Шифо в рамках созидательных начинаний по встрече с заметными достижениями очередной годовщины государственной независимости и в соответствии с требованиями времени медицинского обслуживания населения было создано отечественным предпринимателем Джурахоном Ходжамкуловым на общую сумму более чем 2 миллионов сомоней. И в нем имеются все благоприятные условия для работы и обслуживания. Глава государства ознакомился с условиями деятельности лечебного центра Нури Шифо, состоящего из 4 этажей и подвального помещения, и дал высокую оценку проделанным работам. Строительные работы на этом объекте начались в 2016 году, и в период его строительства 30 местных жителей были обеспечены рабочими местами и хорошей заработной платой. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал ответственным лицам и специалистам сферы указания и поручения по ответственному выполнению задач в направлении медицинского обслуживания населения на высоком уровне, предотвращению и своевременному лечению различных заболеваний. Подчеркнул, что здравие общества находится в центре внимания политики правительства Республики Таджикистан, и именно с этой целью в стране осуществляются созидательные начинания в этом направлении, с тем, чтобы народ пользовался медицинским обслуживанием высокого уровня. На 2 и 3 этажах лечебного центра Нури Шифо созданы благоприятные условия для лечения и отдыха пациентов. Здесь расположены 20 коек, а также находятся кабинеты физиотерапии, вытяжения позвоночника, массажа рук и другие вспомогательные кабинеты. Для диагностики и выявления заболевания, включая точную идентификацию сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, мочевыводящих путей, обследования и лечения гинекологических и мужских заболеваний, неврологии и другие заболевания, в пользование и обслуживание включены 15 наименований современного высококачественного медицинского оборудования и устройств. Для обслуживания пациентов привлечены 30 высококвалифицированных медицинских специалистов высшего и среднего звена. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал достойным инициативу отечественного предпринимателя по созданию такого современного медицинского центра, являющегося единственным в городе Турсунзаде, и подчеркнул, что в стране имеются благоприятные рабочие условия для поддержки предпринимателей и развития частного сектора, и они с использованием имеющейся возможности могут вносить заметный вклад в строительство объектов различного назначения. В ходе строительных работ здесь также созданы скверы и фонтаны, летний бассейн, посажены различные цветы и кустарники, а также построены малые центры обслуживания, что благотворно сказывается на настроении пациентов. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Приятных вам новостей и до встречи.